Необходимость внедрения в Кыргызстане смешанной системы парламентских выборов сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения. Она предполагает комбинирование мажоритарной и пропорциональной систем. За 30 лет мы испробовали и ту, и другую в чистом виде. Однако у каждой из них есть свои недостатки. Почему отказались от вот этой системы мажоритарной? Потому что последние выборы, 2005 года, что произошло? 5 округов там власть пыталась протащить на юге своих 5 кандидатов. Там был скандал. И 5 там пытались протащить на севере, в Иссык-Куль, там на рынок-то. И возмущенные избиратели во главе со своими депутатами, которые хотели стереть порошок, пришли в Бишкек и перевернули власть. И пропорциональная система, то есть выборы депутатов по партийным спискам, тоже не оправдала себя. С принятием Конституции в 2010 году партии стали абсолютным монополистом политической сферы. И любой человек, который хотел бы реализовать свои политические идеи, был вынужден вступать в ряды той или иной партии. При этом за 10 лет сформировалась система коллективной партийно-парламентской безответственности, говорят эксперты. Рядовые граждане должны иметь возможность реализовывать свои политические права без вступления в политические партии. Напрямую. Без посредничества политических партий. В апреле произошла так называемая демократическая революция. Вроде бы оппозиция победила, а к власти пришли почему-то олигархи. Весь парламент 5-го созыва, 6-го созыва и 7-го созыва стал олигархическим. Как это так происходит? Демократы победили, а власть оказалась в руках олигархии. Потому что демократы начали продавать места в своих партийных списках олигархам. Таким образом, сегодня эксперты склоняются к смешанной системе выборов Жогорку Кеңеш, считая ее наиболее оптимальной. Пропорционально-мажоритарная, она самая на сегодняшний день логичная, потому что представители одномандатных округов, они будут создавать конкуренцию партиям. И партиям уже тогда придется не просто налево и направо раздавать обещания, о которых они забывают сразу, как приходят в парламент, а будут уже работать по-другому. Напомним, что в обсуждаемом ныне проекте Конституции инициаторы предлагают сократить количество депутатов до 90. При этом 35 из них избирать по одномандатным округам и 55 по партийным спискам. Мирлан Маматалиев, Эрнест Томиралиев, Нью ТВ.